Главные события уходящей среды 6 ноября в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы. Политическая победа, которой прежде не знала история США. В Америке подсчитали большинство голосов выборщиков. Расскажем, кто одержал победу. Началось обустройство ледовой переправы Хатас-Павловск. В ближайшее время установят дорожные знаки на подходах, а также начнут трассировку автоземника. В рамках антифашистского форума в Якутске обсудили актуальные вопросы специальной военной операции. Узнаем, какие темы поднимали участники. Предупрежден, значит вооружен. Сотрудники МЧС ведут активную профилактическую работу в Алданском районе. Узнаем, какие объекты проверяли в поселке Ленинский. Египет, Иран, Азербайджан. Бойцы оспорят Кубок Элдархана и звание чемпиона ИГЛ-ФС в Якутске. Республиканец Дональд Трамп побеждает на выборах президента США, получая 277 голосов выборщиков. Сам Трамп свой результат в президентской гонке назвал, цитата, «политической победой, которую прежде не знала история США». В своей речи к сторонникам он отметил, что республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и выиграют большинство в Сенате. В заключении Трамп пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой в истории США. Напомню, его оппонент от партии демократов Камала Харрис набрала 224 голоса выборщиков. Они сказали, что он начнет войну. Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны. Соединенные Штаты располагают сильной и мощной армией, но в идеале им не нужно ее использовать. В Якутске завершился второй республиканский антифашистский форум. В этом году работа развернулась на нескольких площадках. Проходили встречи, круглые столы, выставки и заседания общественности. Итоговым мероприятием стало пленарное заседание, на котором была принята резолюция о дальнейшей работе в сфере противостояния фашистской идеологии. Подробнее расскажем в следующем сюжете. В далеком 1942 году, когда наша страна бросала все силы на борьбу с фашистскими захватчиками, в Якутске прошел народный антифашистский митинг. В память об этом событии уже во второй раз в столице проходит республиканский антифашистский форум. Главная задача форума – сохранить историческую справедливость и напомнить всем о том, что 80 лет назад наша страна уже победила фашизм и спустя десятилетия вновь противостоит коричневой чуме. Когда союзная республика Украина сегодня превратилась в фашистскую республику. И именно сегодня от нашей страны, на самом деле, опять, как всегда, зависит будущее мира. Будет ли мир дальше жить спокойно, будут ли будущие поколения людей во всем мире жить в уважении друг к другу, зависит сегодня от наших воинов, от наших вооруженных сил и от нашей работы здесь в тылу. И я считаю, что с этой точки зрения вот как раз проведение здесь у нас в Якутске антифашистского форума, оно абсолютно оправдано. В прошлом году антифашистский форум посетили множество высоких гостей из разных регионов страны, в том числе и представители новых российских территорий. В этом же году одним из главных гостей форума стал генерал-лейтенант российской армии, заместитель командующего Восточного военного округа по военно-политической работе, начальник военно-политического управления Роман Греков. Роман Борисович с первых дней специальной операции находится в тесном контакте с руководством республики. И поэтому высказал предложение следующий, третий республиканский антифашистский форум провести совместно с командованием Восточного военного округа. Якутия в зоне специальной военной операции согрела своим теплом всех. Это действительно так. И принимает самые решительные меры, самые решительные шаги в том, чтобы все потребности военнослужащего были удовлетворены. Айсен Сергеевич и члены правительства, и его администрация – это постоянные наши гости, но мы их гостями не считаем. Они также участники специальной военной операции, и по достоинству такая награда украшает их биографию. Многие участники первого и второго форума отмечают, что мероприятие уже вышло за рамки республиканского. Внимание к нему со стороны федеральных властей и со стороны командования вооруженных сил говорит о нужности и важности форума. И все склоняются к тому, что антифашистский форум должен стать традиционным и стать примером для других субъектов страны по патриотическому и духовному воспитанию молодежи. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск.
В рамках форума в Доме дружбы народов прошла выставка «Сила единства». На стендах свою продукцию представили компании, изготавливающие и поставляющие на специальную военную операцию свою продукцию. Это электромотоциклы «Тимиры», изготовленные в Якутии дроны и передвижные фильтры для очистки воды. Компания «Хатут Армия» представила образцы маскировочных костюмов и бронежилетов с керамическими плитами, которые изготовлены из якутской глины. Также на выставке можно было познакомиться с деятельностью военно-спортивного центра «Воин». Мы занимаемся военно-патриотической деятельностью, и здесь у нас оборудование то, которое мы используем для обучения детей. Это тактическая медицина, снаряжение, оказание первой помощи, самопомощи, огневая подготовка, то есть БПЛА, это как работать с БПЛА, управление БПЛА, ну а также противодействие. Огневая подготовка и инженерная, ну и снаряжение, тактическая подготовка. Перейдем к другим темам. Дорожники Якутии приступили к обустройству ледовой переправы через реку Лену, Хатас и Павловск. Со стороны Якутска идет устройство подходов к переправе протяженностью в 4,5 километра. Сегодня установили дорожные знаки на подходах к переправе, а также начали трассировку автоземника. 7 ноября бригада из 20 человек приступит к расчистке льда от торосов. На правом берегу завершили устройство подходов к ледовому автоземнику и подплощадке под весовой контроль. В Якутске состоялось долгожданное открытие Центра иммунологии и аллергологии педиатрического центра Республиканской больницы номер 1. Он станет важным шагом в развитии медицинской инфраструктуры региона. На церемонии открытия побывала и наша съемочная группа. В торжественной обстановке в присутствии представителей Центра и Минздрава региона официально дан старт работе Центра иммунологии и аллергологии педиатрического центра. Здесь работает мультидисциплинарная команда, состоящая из врачей-аллергологов, иммунологов, гастроэнтерологов и пульмонологов. Они объединены решением одной задачи – лечения пациентов. В этом центре у нас будут проходить дети лечение с различными патологиями аллергии, с иммунодефицитными состояниями. И по данным мировой статистики, сейчас количество детей, страдающих аллергическими заболеваниями, неуклонно растет. В отделении у нас работают отличные специалисты, которые являются профессионалами своего дела. В отделении аллергологии и иммунологии ежегодно регистрируется более 5000 пациентов. Здесь оказывают помощь пациентам с аллергическими заболеваниями и болезнями. Я болел астмой как первой степени. Это когда у тебя заболевание легких и когда ты в любой момент можешь упасть и задыхаться. Я люблю петь, занимаюсь вокалом, выступаю на концертах. Поздравляю всех с открытием нового аллергического центра. Желаю, чтобы они тоже вылечили много детей, чтобы они процветали тоже, как и я, и чтобы они вылечили очень много-много детей. Специалисты проводят аллергологическую, иммунологическую диагностику, а также терапию и полное медицинское сопровождение. Помимо этого в центре открыт дневной стационар. Если наш центр ранее был в структуре консультативно-диагностического центра, сейчас вот детская служба полностью, она разделена на именно детский центр аллергологии и иммунологии с аллергодерматозами. Хотим выразить благодарность нашему министерству за то, что поддержали нашу идею именно открытия нашего центра. Открытие Центра иммунологии и аллергологии с аллергодерматозами педиатрического центра позволит повысить уровень медицинской помощи и обеспечит доступ к специализированным услугам для всех нуждающихся. Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Только за последний год в городскую администрацию Мирного поступило более сотни вопросов и обращений от горожан на тему, когда в Мирном появится еще одна заправка. Ответы на этот вопрос узнаем из дайджеста Мирнинского района. Сотрудники и ветераны службы ГАИ ГИБДД Мирнинского района отметят 65-ю годовщину со дня образования госавтоинспекции. Полицейские в тесном взаимодействии с правительством региона выполняют важные задачи по созданию безопасных условий для всех участников дорожного движения. В ходе ежедневного несения службы сотрудники ГИБДД не только обеспечивают безопасность на дорогах, пресекают правонарушения и раскрывают преступления, но и помогают
помогает людям во внештатных ситуациях в любое время суток. На территории Мирнинского района протяженность 1433 километра. Наш район пронизывает такие дороги, как Арата-Набар, Мухтуя и федеральная автомобильная дорога Вилюй. Протяженностью 398 километров. Плюс 162 сезонные дороги, зимника. Самое важное, скорее всего, это... Все важные, но, скорее всего, самое важное это ФАТ-Вилюй, который идет с города Якутска до Иркутской области. Наш отдел укомплектован на 100%. В нашем отделе есть такие подразделения, как регистрационно-экзаменационный отдел, где принимаем экзамены, выдаем водительские удостоверения, ставим транспортные средства на учет. Также у нас есть технический надзор. Проводим мы осмотр транспортных средств на технический осмотр. Выдается спецпродукция для перевозки опасного груза. Также у нас есть дорожный надзор и взвод дорожно-патрульной службы, пропаганда, ИАС. Только за последний год в городскую администрацию поступило более 100 вопросов и обращений от горожан на тему, когда в Мирном появится еще одна заправка. Число автовладельцев в городе растет, а с ними растет потребность не только в топливе, но и развитии транспортной инфраструктуры в целом. Желание горожан исполнилось. В Вилюйском кольце открыли новую АЗС. Многие уже считали, что этот объект окончательно оформился в качестве долгостроя. Но благодаря настойчивости муниципальных властей в столице Алмазного края появилась новая современная заправка. Современная точка комфорта и в Якутии, и в Мирнинском районе. Самое главное, которое решает наболевший вопрос многих автомобилистов, жителей Мирнинского района, самого Мирного, снять вот этих очередей. А вы-то подмечаете еще и нюансы, электрозаправка. Она действительно третья у нас в республике. До этого это был город Якутск, город Ленск, Мирный. И вот теперь два наших промышленных центра, Мирный и Ленск, они связаны такой электронитью, можно сказать. Потому что с одной заправки современного электроавтомобиля хватает, чтобы проехать как раз от Мирного до Ленска, заправиться там, вернуться обратно. Это же экономия, буквально до 500 рублей заправка всего лишь, и ты можешь проехать там, где, если на стандартном топливе потратишь порядка 2000 рублей. В образовательных учреждениях района в эти дни пройдут классные часы и торжественные линейки, посвященные ко дню рождения первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Первые мероприятия прошли в школе-интернате, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Это легендарная личность, которая внесла огромный вклад в становление и развитие суверенитета республики, огромный вклад в образование, здравоохранение, развитие сельского хозяйства, в народосбережение нашей республики. Нашим учащимся очень запомнилась фраза, посвященная Михаилу Ефимовичу Николаеву «Рожден нам на счастье». Хочется отметить, что для подрастающего поколения Михаил Ефимович Николаев – это действительно пример для подражания. Это герой нашего времени, на которого нужно равняться, нужно ориентироваться именно на таких личностей, на таких людей. Считаю, что Михаил Ефимович Николаев как патриот, как человек, как гражданин, безусловно, является тем лидером, который в сердцах молодежи, в сердцах подрастающего поколения вызывает уважение, вызывает любовь и, конечно же, вызывает такое понимание действительно того, каким должен быть настоящий человек, настоящий гражданин республики, настоящий патриот. Неисправная электропроводка, нарушение правил эксплуатации электроприборов и печи, а также неосторожное обращение с огнем. Таковы основные причины, приводящие к возгораниям. Сотрудники МЧС ведут с гражданами активную профилактическую работу. Особое внимание уделяют местам с массовым скоплением людей. Один из профилактических визитов был сделан в клуб поселка Ленинского. Подробности в материале наших коллег.
Коллектив культурно-спортивного комплекса Ленинского готовится к масштабному событию. Через несколько дней в этих стенах состоится Ночь искусств. В этот раз проекты и акции ночи будут направлены на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Мы будем плести сети, готовить свечи. В зрительном зале на сцене пройдет «Женщина и война» спектакль. К приему гостей и проведению массовых мероприятий культурно-спортивный комплекс готов. Это подтвердил профилактический визит представителя МЧС. Специалист надзорного отдела оценил потенциальные риски и осмотрел приспособления для тушения пожаров. Данные мероприятия направлены на предотвращение именно обязательных нарушений требований пожарной безопасности. Нарушения не то чтобы постоянно выявляются, они ежегодно проводятся мероприятия. Мы их выявляем, и если есть какие-то недочеты, люди стараются в кратчайшие сроки это все устранять. Профилактические визиты сотрудники МЧС совершают регулярно. Местам с массовым пребыванием граждан, в том числе учреждениям культуры, уделяется особое внимание. На базе культурно-спортивного комплекса Ленинского работают порядка 1,5 десятков коллективов. И, по словам директора, безопасность остается в приоритете. Сначала мы создали план. План напечатали, разослали по всем организациям, МЧС, в полицию, в пожарную охрану. В ходе визита сотрудник МЧС ознакомился с ведением документации и проконсультировал руководство учреждения по некоторым вопросам. По результатам профилактического визита серьезных нарушений обнаружено не было. Некоторые недочеты должны быть устранены в рабочем порядке. В свою очередь, спасатели напоминают всем о необходимости соблюдения мер безопасности. По состоянию на 29 октября 2024 года на территории Алданского района произошло 93 пожара. За аналогичный период прошлого года 96 пожаров. Погибших при пожаре 2 человека, также 2 травмированных. Прямой материальный ущерб от пожара в 2024 году составляет 38 миллионов 935 тысяч. В зимний период число пожаров традиционно увеличивается. Основной их процент приходится на жилой сектор. Основными причинами становятся неисправные электросети, нарушение правил при эксплуатации бытовых приборов и печей, а также неосторожное обращение с огнем. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Ленинский. В Институте биологических проблем крелитозоны Соран состоялась презентация книги, посвященной памяти ученому-биологу Вере Захаровой. Ее научная деятельность была неразрывно связана с геоботаникой. Вера Иннокентьевна – автор более 160 научных работ, в том числе 20 монографий. Она занималась вопросами флоры, экологии, инвентаризации биоресурсов особо охраняемых природных территорий региона. В книгу вошли воспоминания родственников, друзей и коллег. Сборник составила родная сестра ученого Людмила Сивцева. Все года она проводила полевых исследованиях. Это окрестностях поселка Поход Нижнеколымского района. Там был создан международный походский стационар, который работал по международной программе МБП и по международной программе ЮНЕСКО. И она одна из первых участников. Совместный социальный проект Нерюнгринской редакции телеканала «Якутия-24», творческой мастерской и специализированного детского дома поселка Серебряный Бор реализован ко дню города Нерюнгри, который отмечается сегодня, 6 ноября. Все подробности его проекта у наших коллег. Основная идея социального проекта в том, чтобы дать детям возможность для творчества и самореализации. Как мы это сделали? Очень просто. Ребята внесли свою лепту в производство сувенирных магнитиков, а именно нарисовали рисунки, посвященные городу Нерюнгри. Ребята, когда услышали об сотрудничестве с мастерской, непосредственно мы их привезли сюда, посмотрели, они были в восторге, отнеслись, восприняли эту идею на ура. После этого были организованы экскурсии по нашему замечательному городу. Ребята выбирали места, которые бы они хотели зарисовать, чтобы именно их рисунок попал на магнитик. И принялись делать свои замечательные эксклюзивные рисунки, я бы так сказала. Ну и сейчас с нетерпением ждут результатов. Творческая мастерская «Нерурезка» с большим энтузиазмом подключилась к этому проекту. Был разработан оригинальный эскиз сувенирных магнитиков, отсканированы и обработаны рисунки детей и запущен процесс производства. Вот это оригиналы рисунков ребят.
И вот здесь получилось 10 прекрасных магнитов. Как раз это приурочено году детства, который проходит в Республике Саха-Якутия в 2024 году. Проект полностью благотворительный, но мы сразу же договорились, что на этом мы не закончим сотрудничество, а в дальнейшем у нас еще есть несколько идей, которые мы совместно воплотим. А в дальнейшем есть планы предложить детям собирать небольшие сувениры или игрушки. Понятно, что качество сборки будет намного уступать качеству мастерской, но зато такие изделия принесут детям радость творчества. И мы уверены, что найдутся люди, которые по достоинству оценят такой детский труд и захотят приобрести сувенир на память. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. В минувшие выходные в Ленске впервые прошел турнир на Кубок главы города по русскому бильярду «Свободная пирамида». 9 участников представили команды ленских предприятий, также были представители поселка Северная Нюя и поселка Дорожный. Турнир собрал настоящих любителей этого вида спорта, которые показали игру достаточно высокого уровня. Призеры турнира, занявшие первые, вторые и третьи места, были награждены кубками, денежными сертификатами и дипломами, что станет отличным стимулом для дальнейшего развития игры и популяризации русского бильярда. Такие соревнования теперь станут ежегодными. Есть участники из поселений: Мурбай, Мурбайский наслег, это Северная Нюя, село Дорожный. Есть представители предприятий «Алмаз-Друтранс», которые помогли нам это мероприятие организовать, за что огромное спасибо и профсоюзу, и руководству «Алмаз-Друтранс». Муниципальное учреждение «Гранит», есть 2 участника, так что география очень большая со всего, оказывается, с поселения района в том числе. Мероприятие мы проводим, само собой, ежегодно, приурачивается к этому празднику Дню народного единства. В Якутске в эту субботу состоится второй международный турнир по смешанным единоборствам на Кубок Илдархана. Среди участников и 10 якутян, 2 из которых выступят в основном карде турнира. Подробнее о том, как проходит подготовка бойцов перед турниром, расскажет Тимур Колмогоров. В преддверии турнира участники усиленно готовятся, проводят регулярные спарринги, а также ведут работу по сгонке веса. Среди бойцов присутствуют как те, кто впервые будут участвовать в мероприятиях такого масштаба, так и те, кто уже имеет немалый опыт выступлений. Так, в главном поединке вечера встретятся якутянин Григорий Барашков и Азим Махлисов из Афганистана. Григорий Барашков наш один из ярких бойцов, представляющих нашу республику Саха-Якутия. Он давно выступает, давно у меня тренируется. У них уже началась весогонка, и они чуть такие раздражительные бывают во время весогонки и не хотят отвлекаться и отвлекать свой разум на что-либо другое, кроме весогонки и на настрой бой. Всего в октагоне спорткомплекса «Триумф» состоятся 14 поединков, в которых выступят бойцы из России, Ирана, Египта, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана. Так, от Дагестана во встрече за пояс чемпиона EFC в легком весе выступит Израил Гаджиагаев. Его соперником станет боец из Перми Максим Кожевников. Подготовку с Израилом Гаджиагаевым, подготовка пошла успешно. Осталось уже концовку, чуть вес сделать. И уже свое забирать, да, иншаллах. Только прошли под руководством Мурада Мачаева и Мухаммада Багандова. Но я думаю, второй раунд он его задушит. Кубок Илдархана пройдет в рамках предстоящего чемпионата EFC. Ожидается, что Якутск посетят президент лиги EFC Шамиль Завуров, чемпион АСА в полулегком весе Магомед Расул Хазбулаев и звезда UFC Умар Нурмагомедов. Турнир пройдет в субботу, 9 ноября. Тимур Колмогоров, Нургун Старостин, Якутск. Таким мы видели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.